В Екатеринбурге прошел Евразийский экономический форум молодежи. На его полях были организованы 50 конкурсов, 6 конгрессов, а также открытые лекции послов. Научные работы и проекты защищали более 10 тысяч участников, школьники и студенты, в том числе и из Кыргызстана. Их оценивали чуть меньше 800 членов жюри. Форум стал самым масштабным за все годы его проведения. Из Екатеринбурга репортаж Светланы Ахматалиевой. 14-й Евразийский экономический форум молодежи проходит в эти дни в Екатеринбурге, в международном выставочном центре Екатеринбург-Экспо. В нем принимают участие представители более 114 стран мира. Это ректоры вузов, студенты, дипломаты, представители государственных органов. Тема 14-го Евразийского экономического форума молодежи: Россия, Евразия, мир, интеграция, развитие, перспективы. Всего в форуме принимают участие более 17 тысяч человек. И это абсолютный рекорд для такого мероприятия. Где собираются не только студенты и магистранты, но и преподаватели, государственные деятели, дипломанты, предприниматели, которые обсуждают актуальные вопросы в области образования, науки, инноваций и устойчивого развития в целом. И Кыргызский экономический университет имени Мусура Раскулбекова уже по третий год является соорганизатором. То есть мы становимся локальной площадкой для участников данного форума именно в Кыргызской республике, где все студенты Кыргызстана имеют возможность принять участие. И если они проходят конкурс, первый этап, то они принимают участие вместе с нами здесь и выходят своим докладом, с презентациями. Мы находимся в центре России, в центре Евразии. Мы привлекательны с разных сторон, и как университет, дающий высокий уровень образования, и как университет, который сформировал целую систему на евразийском континенте для молодых людей. Систему взглядов, отношений, перспектив, дружбы. Вот у нас получилось. В рамках Евразийского экономического форума молодежи проходит большое количество мероприятий. И одно из них – Конгресс школьников. В нем принимают участие более 10 тысяч человек. Цель Конгресса – привить интерес у детей к творческой, познавательной, научной, исследовательской деятельности. Эта площадка рассчитана для учеников с 1 по 11 классы. И наша страна тоже принимала участие в Конгрессе школьников. Вчера прошел Конгресс школьников Евразийского экономического форума молодежи. Получается, я защищала проект в социокультурном направлении. Моя тема была «Домашнее насилие в Кыргызской республике». Я защищала все на английском языке сама и заняла первое место, тем самым как гордость Кыргызстана выступила, я считаю. Урал – один из многонациональных регионов России. Здесь мирно сосуществует более 160 народов. В рамках Евразийского экономического форума молодежи проходит одно из самых зрелищных мероприятий. Это фестиваль культур «Вокруг света». В нем принимают участие более 5000 человек, гостей и участников, которые представили предметы быта, также предметы национальной культуры. Ну и, конечно же, Кыргызстан тоже представлен на фестивале. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, наша страна Кыргызстан, чем именно представлена на фестивале «Вокруг света» и что вы показываете участникам и гостям? Национальную атрибутику кыргызского народа, головные уборы, из войлока предметы, из косточек, альчики, чукой называется. Вот про нашу культуру и про нашу атрибутику рассказываем сегодня и всем показываем. Евразийский экономический форум молодежи собрал представителей более 114 стран мира и 89 регионов России. В том числе в этом форуме принимают участие и ректоры Кыргызского экономического университета, а также Ошского технологического университета Кыргызстана. Участники форума обсуждают вопросы взаимодействия в сфере экономики, актуальные проблемы, а также выстраивают дальнейшее взаимодействие и находят траекторию на будущее в режиме реального времени. Светлана Ахматалиева, Умар Малашев, Алату 24, Екатеринбург.